Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Разрешите вам представить нашу работу «Чурабчинское переселение в судьбе моей семьи». «77 лет тому назад была написана одна из самых черных страниц в якутской истории. Насильственное чурабчинское переселение – это трагедия всего якутского народа. Только спустя полвека мы узнали правду, как баржи, наполненные людьми, тронулись вниз по реке Лене в северном направлении. Среди этой кричащей и рыдающей толпы была и семья моего прадеда Никонова Александра Васильевича. Он отправился на север вместе со своими сестрами Марфой и Варварой и маленьким племянником Дмитрием, которому было 2 годика. Цель работы – изучить историю чурабчинского переселения по следам моей семьи. Задачи. Первое. Просмотреть материалы и литературу по истории чурабчинского переселения и проанализировать данные сведения. Второе. Собрать воспоминания родственников и фотоархив нашей семьи в годы переселения. Гипотеза. Насильственный исторический урок должен послужить предупреждением и напоминанием всем ныне живущим о губительности непродуманных и жестоких решений властей для судеб целого Большого района и всей республики. В первой части работы нами собраны и просмотрены материалы и литература по истории переселения. Изучив их, мы узнали, что в 1942 году выходит постановление о переселении 41 колхоза Чурабчинского района в районы рыбной ловли – Кобяйский, Жиганский и Булунский. Процесс переселения сам превратился в настоящее бедствие, начиная с пристани Бестях, где уже начинались первые потери. Лишь в 1944 году новое партийное руководство решило вернуть переселенцев. По данным на 1 января 1947 года из числа переселенцев на родину вернулись 1108 человек из 4988. Во второй части работы нами собраны воспоминания моих близких о жизни моего прадеда и его семьи в Булунском районе. Они больше 10 дней ждали пароход под Нижним Бестяхом. Их 18 сентября увезли в Жиганский район. Где-то через 10 дней в Жиганском районе в разных местах высадили 11 колхозов. Оставшиеся 2 колхоза, Третий Интернационал и ТГЛ-Крыс, ночью совершенно незапланированно высадили в местности Бысыктах, на границе 2 районов – Жиганского и Булунского. Их встречает голый каменистый берег без жилых построек. Наши переселенцы начинают строить один большой временный барак и несколько балаганов. Прадедушка с семьей заселяется в большой барак. Из-за постоянной холодной ветреной погоды, недостатка продуктов, отсутствия древесины для отопления, люди начинают болеть и умирать. Прадедушка тяжело заболел цингой и лежал несколько месяцев. Однажды кто-то сказал: «Вынесите этого мальчика на улицу, кажется, он умер». Услышав это, прадедушка, собрав последние силы, сумел движением показать, что он еще живой. В январе месяце Шемяков Николай Васильевич по дороге на предвыборную встречу в Булунском районе обнаруживает наших переселенцев. Именно он проинформировал о бедственном положении переселенцев. Руководство Булунского района оттуда отправляет продукты. Таким образом, спас их от еще большего бедствия. Весной 1943 года оставшиеся переселенцы переселили в Быков-мыс. Местное население очень тепло встречает переселенцев. Наши трудились самоотверженно, добивались высоких показателей улова рыбы, освоили упушной промысел. Сестры прадеда рыбачили наравне с мужчинами. Прадедушка летом работал в рыбзаводе «Говор» учетчиком рыбы. Осенью его и остальных детей отправили учиться в школу в село Тумат. Он там жил и учился 2 года, работая во время каникул и после окончания учебы.
Прадед с сестрами и с подросшим племянником возвращаются на родину в 1947 году. Закончив якутские курсы счетчиков, прадед работал счетоводом, затем был бухгалтером в колхозе. В 1949 году он женится, и у них появляется 6 детей. С 1965 года и почти до конца своих дней прадед работал ассимилятором в совхозе. Умер прадед в 55 лет. Переселение оставило следы на его здоровье. Много противоречивого есть в нашей истории, одно бесспорно. Пока есть люди, способные на такой героизм, силу духа, самоотречение, у нас есть Родина, есть память, есть история, и значит есть будущее. Чоропчинские переселенцы в эти тяжелые годы смогли выжить, внести свой вклад в победу. И мы, подрастающее поколение, должны всегда помнить об этом. Спасибо за внимание.